послевоенное время. В 17 лет ушел добровольно в армию. После службы решил посвятить себя медицине. С 1992 года помогаю людям выбросить костыли и дурные мысли из головы. Читаем в автобиографии Асланбека Казбековича Пагиева, который сегодня вместе со своей командой единомышленников, уважаемых людей, пришли к нам в гости. Пришли в канун одного из самых значимых праздников, в канун Дня Победы. 72 года назад отгремели последние залпы войны. Но каждый год мы вновь и вновь памятью возвращаемся к событиям этого страшного, тяжелого времени. И сегодня вернуться в то далекое прошлое поможет нам поэзия нашего уважаемого Асланбека Казбековича Пагиева. Слеза осенняя. Пришла война. Сынишка обнял маму. Я ухожу. Не мне сидеть в тени. Я буду гнать с земли священной гады. И до той поры, пока звенит материнский плач под нашим небом, под палящим солнцем, под дождем, я буду гнать фашистов хлесткой плетью. Я тобою для этого рожден. И, уйдя, исчез в пучине ада. Не увидеть старому отцу своего единственного чада, а война не близится к концу. Некому разнять вошедших в страшный, смертный пляс воюющих сторон. Из болот и сечи рукопашной тащит души смерть на Авалон. Из семей по 9 уходила на кровавую и страшную войну. Где они? А где-то их убили. Кто бы сына матери вернул? Безутешные девушки и вдовы, бесполезные взгляды и слова. Каждый день от писем похоронных мокнут дедов в старых рукавах. Все покрылось в черные одежды, горы с неба рухнуть собрались, реки не текут по руслам прежним, травы соком жадным налились. 7 отправила из дома, было по 4 и по 5, и за каждым сыном похорон получила горестная мать. Не было предателей и трусов, и на многих оборвался род. Смерть трудолюбивая, танцуя, по горам Осетии идет. Сколько отдано героев смерти, сколько раз беда тебя нашла, сколько раз порвали твое сердце, сколько раз разодрана душа. Героям павшим посвящаю, и тем героям, что вдали от поля боя сына ждали и помогали, чем могли. По 7 сынов своих отдавших, во имя мира на земле, ценою страшно, мир создавший, чтобы жилось тебе и мне. Да, война ворвалась в каждый дом нашей необъятной Родины. И чего только не случалось на фронте. Стихотворение «Жалость». Он горел, катаясь по траве, силясь обгоревшими руками шлем стянуть, прилипший к голове. Бился немец об траву и камни, пузырилась и сползала кожа, булькала и клокотала кровь у несчастного солдата в горле, извергая брызги вновь и вновь. Только что его я ненавидел. Я бы горло перегрыз врагу. Смерть родных и близких, что я видел, в памяти прилежно берегу.
Что-то сжаться заставляет сердце. Жалко мне его, жену и мать. Всей душой жалею немца, зная, что он шел нас убивать. Немецким фаустом я выстрелил по танку, и выстрел угодил им прямо в бак. Закончилась для тигра эта драка, и не поднимется уже убитый танк. Единым воплем полыхает тело. Внезапно с жалости усилился напор. Поднял я автомат, зла не имея, и, отвернувшись, выстрелил в упор. Я держала, но руки ослабели, непослушно разжимались пальцы, подогнулись подо мной колени. Разум прошептал: пора прощаться. Надо мной свинцовым дымом тучи, запах гари мною не любим. Так обидно, что не выпал случай попрощаться с небом голубым. Я держала. Ударной волною распахнулась свернутый кумач. Знамя развивалось надо мною, а из горла хрипом рвался плач. Я услышал голос: дай-ка, милый, ты меня дождись, не умирай. Покидали дело, жизнь и силы, раскрывал своих ворот рай. Через миг больничная палата. Разуму не верится никак. Я лежу в повязках на кровати, а в ногах кровати красных флаг. На-ка, съешь тушенки, брат. Ты в больнице славно отощал. Наклонился надо мной солдат, тот, что мне вернуться обещал. Стихотворение вы не знаете. Легко вам рассуждать о тех, кто был в плену, в концлагерях, кем было забыто слово «смерть», о стариках и матерях. Вы знаете ли, кто они? Каков был их последний час? Лишенные щедрот земли, я расскажу сейчас о нас. Кормили нас не хлебом, болью, нас били, резали и жгли, нам засыпали раны солью, и раскаленные угли щипели между сухожилий, врезаясь в кости наших ног. Немногие из нас дожили. Кто был расстрелян, кто перегроб, и бился рыбой лихорадкой. В тисках палящего озноба он сброшен в ямы свежих партий людей без имени и гроба. Зимой босые, без одежды, в телах иссохших шли на смену. Здесь молча таяла надежда, и умирала наша вера. Истязанные немецкой плетью десятки тысяч стариков, солдаты, женщины и дети, бездомный ров, последний кров. Ты не был там и не поймешь, пощады нет, как ни люби, когда ты по крови идешь и просыпаешься в крови. Там забывается любовь, и дом, и верная жена. Там кровь и смерть, лишь смерть и кровь, и безысходности и стена. Открытый градом и ветрам, скелетами на вид барак. И дождь, и дрожь от вида по утрам, откормленных людьми собак. Ты не поймешь, ты не был там, упал, пустой желудок, приклад к посвившимся устам, кой возвратит рассудок. Здесь ты никто, и звать никак. Собаки, камни, плети, работа, жажда, двора, измученные дети. Не будь таким, прошу тебя, не превращайся в зверя. Живи, людей других любя, и насаждая веру. Я дам тебе любви семя. Ты посади их так, чтоб рос прекрасен и румян любви и красный флаг. Сыны и дочери Осетии уходили
на защиту всей нашей огромной страны под названием Союз Советских Социалистических Республик. А нашу маленькую Осетию защищали плечом к плечу, насмерть стояли сыновья и дочери со всех концов нашей Родины. Стихотворение, посвященное Барбашову, Сибиряку, прочтет артист Русского драматического театра Алексеев Валерий Юрьевич. В ожидании сигнала, что в атаку бросит роту, я писал любимой маме о друзьях моих пехотных. Кто-то был из них строитель, кто учитель, кто шофер. Нацепил художник китель, взял оружие шахтер. Я писал, что целым миром, общей дружной семьей на земле у осетина мы сегодня примем бой. Почему-то вспомнил школу, море ласковый прибой. Как, желая стать героем, молодежь наперебой рвется на передовую, чтобы защитить страну, обещая возвернуться маме, выиграв войну. Рота шла моя в атаку, у Гизели страшный бой, взрывы, грохот, крики, танки, пуль жужжащих черный рой. Землю гусеницы роя, рубежи прорвала сталь, небо выстрелами кроя, уходили танки вдаль. И уже победа рядом, но ложится в землю рота. Пулеметным мощным градом застрочил фашист из дзота. Было множество походов, обойти опасный дзот. Покосил в траву пехоту неумолчный пулемет. Видя недоступность дзота, проклиная пулемет, я упал, спасая роту, и накрыл с собой дзот. Через миг я стал героем. Мне об этом не узнать. После принятого боя вдалеке заплачет мать. Но я был бы горд и счастлив, зная, что героем пал, что погиб я не напрасно, став таким, каким мечтал. На фронте теряли технику, однополчан, друзей. Но случалось и так, что в этой страшной кутерьме люди находили свое счастье. Пожалуйста, стихотворение «Счастье, подаренное войной». Набирали воинов в сторонке, наблюдая молча за толпой. Я заметил рыжую девчонку, тучей хмурой рвавшуюся в бой. Сколько из них девочек? 15? Ей бы вместо гари и свинца в переулке тайно целоваться, прячась от соседей и отца. Тихий и дрожащий голос: «Анна, запишите, все одно, сбегу. Потеряла и отца, и маму, и желаю отомстить врагу». Обернулся, вопрошая взглядом список составляющий солдат. Я ответил: «Нет, детей не надо. Там у нас война, не детский сад». Я запомнил цепкий и лохматый взгляд зеленоватых детских глаз. По шеренгам строились солдаты. Перед строем зачитал приказ. У ворот Эльхотовских снаряды черной тучей падали с небес. В сумерках свинцового парада раненый уже не ждал чудес. У воронки, истекая кровью, я прощался с небом и землей. Очи смежил, умереть готовый, как услышал: «Погоди, родной, потерпи, родимый, все в порядке, ты еще сгодишься на парад». Надо мной рыжий волос, гладкий, острый и лохматый цепкий взгляд, детские глаза зеленым светом
озарили погибавший мир. Повинуясь рыженькому ветру, улыбнулся жизни командир. Мне казалось, залечили рану искорками детские глаза. Я узнал в ней маленькую Анну, убежала, значит, ягоза. Весны пролетели, словно птицы, рубежи эльхозовских ворот. По наградам солнце золотится, бликами своих волшебных нот. Возлагаю розы павших братьев, тихий и дрожащий голос слышу вновь. Здравствуй, милый! И в мои объятия падает знакомый рыжий голос. Так судьба сложилась наша с Анной. После многолетних предисловий сердце заолело чувством странным, наполняя счастьем и любовью. Отгрохотала война, и в первом послевоенном параде на Красной площади рядом со взрослыми шагали юные герои стихотворения. Среди закаленных воинов суровых совсем юнцы шагали на парад. В военной форме, шитой новой, бросали в кучу вражеские стяги. Недавно босоногие мальчишки, сбежавшие из дома на войну, оставившие мячики и книжки, чтобы защитить любимую страну. За их спиной ранения, потери, и страх, и боль, и детская тоска, дожди и грязь, холодные метели. 4 длинных года марш-броска. В Берлин входили не только дети, когда над ним зарел красный флаг. Советский украшал город цветом. Мужчина был штурмом взят Рейхстаг. И вот они, годами все же дети, уверенно шагают на барак. Юнцы-герои, спасшие планету, бросают озимь вражеские стяги. Счастливы были те родные, чьи любимые, дорогие отцы, сыновья, дочери, мужья возвращались после победы домой. А для некоторых ожидание растянулось на долгие-долгие годы. Медаль. Раскинулась ракита над рекой, упрятав с ней тайну под водой. Медаль давно ушедшего в покой, исчезнувшего без вести героя. Десятки лет, толкаемой водой, она катилась к берегу родному, с известием, наполненным бедой, и доплыла, растаяв перед домом. А над ракитой старая изба, откуда уходил мужчина в бой. Валясь, почерневшая резьба, слетели ставни, оба взгляд слепой. Его здесь ждали долгие года, больной отец и матушка с сестрой. Несла в печь железная вода, но слишком долго, дом теперь не стоит. Ушел отец, за ним усохла мать. Сестра в печали, скоротала век. На ветке вечной, их отправляя спать, похоронил их добрый человек. А здесь, недалеко от их могилы, медалька подарили лежит, последней весточкой о брате и о сыне, о том, что он сражался. С каждым годом все меньше и меньше остается защитников Отечества, тех, кому мы с вами обязаны счастьем жить. Тех, кто был, будет и есть для всех поколений образцом стойкости, мужества, выдержки и отваги. Стихотворение «Диагноз», пожалуйста. Мне было 35, когда в палате решили приговорить меня к кровати без долгих, извилистых речей диагноз выставить.
кресле инвалидном, сижу, оценивая внешность, пояс нафет, жених задушил, от пояса и ниже инвалид. Да исказился мир, немецкий пулеметчик, снаряды в небе, взрыв, советский летчик, ползет с пробитыми ногами по местности, усыпанной врагами. Санчасть убили парня тут, но он не сник и не сошел с дороги. В протезах в небо, не считаясь болью, вернулся человек железной волей. Исчезло все, и я очнулся. Боже, я видел знак и понял, все возможно. Все силы бросив, начал заниматься, и через месяц шевельнулись пальцы. И вот смотрюсь в зеркало уже не просто, чтобы любоваться голосом и ростом. В нем отражается, да более мне знакомый, железный человек с железной волей. Я хочу сказать, что это стихотворение о самом себе. То есть человек в инвалидном кресле, это был Асланбек Пагий. И именно образ его отца, его родных и близких, прошедших через горнило войны, были для него. И образ, насколько мы поняли, Алексея Моресьева, летчика, да, вот, стали для этого человека образцом для подражания и помогли, как видите, стать совершенно здоровым человеком. И прежде чем мы послушаем завершающее от нашей части этой встречи стихотворения, я хочу предоставить слово автору этого произведения, чтобы он нам немножечко рассказал предысторию стихотворения «Боевому деду». Слушайте внимательно. Вот эта фотография пришла в 1940 году из города Ростов. Это мой дедушка, это его друг Зангев Татары, они учились на офицерах в Ростове. И вот когда он прислал эту фотографию, эта фотография сейчас у меня дома, и на оборотной стороне этой фотографии латинскими буквами, на астинском языке латинскими буквами написано «Мафаршмабады, Жанджады Татары, Шалагерный народ». Латинскими буквами. То есть еще в 40-м году прошлого столетия наш народ писал на латинском языке. Боевой предносим, как это зовут? Кристина, представь. Сильный был, я никогда не слышал жалостливых плачевных стонов. Видя, что от боли еле дышит, поражался этим насилием больно. Полная чаша сердце боли изменила, веря, что на жизненной дороге избран сильный, чтоб стать примером тем, что потеряли веру в Бога. Улыбался он, страдал, но улыбался, не смирившись со своей долей. На плечах таская горы боль, до последних дней своих сражался, не смирившись со своей долей. Кто-то палец ранит, воет волком, криками разжалив планету. Сила духа стала мне уроком, стойкого к ударам человека. И сегодня, побеждая боли, вижу я несломленного деда с безграничной силой воли, что вчера ковал моих побед. Итак, ребята, сегодня нам, вернее, с вами, для нас выпала прекрасная возможность ознакомиться не только с творчеством, но и лично с автором всех прозвучавших здесь стихотворений. И сегодня я считаю, что мы в стенах нашей школы провели небольшую презентацию нового сборника
Асланбека Пальева под названием «Француз». Теперь мы благодарим вас за терпение и внимание и предоставляем слово нашим дорогим гостям. Я думаю, что вы сами представите свою команду и, пожалуйста, все, что... Спасибо большое еще раз всем, в том числе тем, которые очень внимательно слушают. Я хочу вам предоставить Лику Купееву. Лика Купеева – организатор массовых мероприятий в городе Владикавказ. Лика Купеева – девушка, которая глубоко чувствует то, что происходит в сердцах других людей. Я бы много чего говорил, Лика. Здравствуйте, уважаемые ребята, учителя, педагоги. Мы очень рады вас здесь видеть сегодня. И мы очень рады тому, что вы сегодня пришли на это мероприятие, и большинство из вас открыты нам и внимательны к нам и в частности, к произведениям нашего уважаемого автора Асланбека Пальева. Тема войны, конечно, она очень серьезная, и можно очень много об этом говорить, но самое душетрепещущее, волнующее, все изложено в этих произведениях. Пожалуйста, очень вас просим внимательно слушайте и вникайте. Вам это обязательно пригодится. Идет война. В ауле горном, на коленях стоя, укрыта черной косынкой голова. Пред старцем полонит от боли воя его невестка, бедная вдова. Прошу тебя, отец, не дай им сгинуть. Лишь ты им можешь запретить уйти. Не позволяй им отчий дом покинуть. Погибель им не дай свою найти. Дрожит слеза, и в сердце в старом теле толкается с душой, решая спор. Двух горцев, добрых, сильных, смелых, смерть может отобрать гору. Пришла вчера сына похоронен, и оборвалось сердце старика, снял со стены оружие. Винтовку не держит ослабевшая рука. Борьба внутри, невестку жалко, внуков. Он приподнял ее, глаза ей заглянул, убил волнение и муки. Вставай, невестка, не позорь аул. Ступайте, дети, и свершите месть. Вас, породившие, не посрамите горы, не уроните в битве дух и честь. А если смерть, то смело и достойно в лицо смотрите ей, с улыбкой бравой умрите храбро и покройтесь славой. Сражались храбро. Первыми в атаку всех за собой увлекали братья. Врага за родину нещадно били, отважных братьев все в полку любили. Любили старшие бойцы в часы затишья, когда разрывов свиста пуль не слышно, рассказы слушать братьев о природе, о гордом независимом народе, о землях осетинских Божьем даре, заветах стариков и об Авдаре, о пирогах с начинками и пили, и думали, приедем, будем живы. Но Бог войны не слышит нашу мысль. И брошенной немецкой гранатой войной убитых поменялись числа. Волной ударили, разбросала братья. Уже им не услышать друг о друге, обняться Божьей милости не будет. Заплачет от соседей в сторонку, когда придут на внуков похорон. Взорвется будет мамино сердечко,
на дне Ардона буйное местечко. Себе она, не выдержав, найдет. Стучится смерть домой. Война идет. Ну, поскольку я сегодня не один в двух лицах, теперь я могу поздороваться. Очень рад вас всех видеть сегодня. Мне очень приятно сегодня здесь присутствовать, потому что не только потому, что Аслан мой друг, но потому что то, что он пишет, в частности, пишет о войне, это не просто стихи, как зарифмованные строчки. Это то, что идет из самой души и идет к вам, а то, о чем он говорил сейчас. Потому что очень важно, есть такое понятие в театре: смотреть и видеть, слушать и слышать. Так вот, очень бы хотелось, чтобы вы не просто слушали, но и слышали. Не только здесь, но и вот здесь. Потому что пройдет время, и вы сами будете об этом говорить и своим детям. Ну, может быть, не об этом, но то, что вам хотелось, чтобы они услышали и восприняли, и шли с этим по жизни. То, что сейчас прочту, это тема ветеранов войны, но не просто ветеранов, а людей, которые не могут, несмотря на то, что прошло много лет, они не могут не то что забыть войну, они не могут от нее оторваться. И поэтому они видят ее даже ночью. Это очень страшно на самом деле. То есть, получается, человек войну закончил, а она в нем живет. Это очень страшно и очень больно. Проклятый старый вечный сон, где мир взрывает криком вен, полей войной изрытых стон, снаряд, контузия и плен. Отяжелела кровью ран артиллерийская шинель. Тафай, идти вперед, фан! Удар прикладом в спину. Шнель! Заныли тело и душа, что искорежены войной, и крутит память не спеша все то, что пережито мной. Напомнит холодок свинца, что был получен за побег, оскал овчарок у лица и кровью обогренный снег. Я снова вижу тех, кто был, как я, избит и изможден, сгорали храбрость, воля, пыл в бараках, залитых дождем. Каменоломни, боль и стон, мечты о милой стороне, и не закончится мой сон, и нет конца моей войне. И еще одно стихотворение, тоже о ветеранах. Я думаю, все вы знаете площадь, где стоит танк, да, в качестве памятника. Может быть, видели фотографию, когда возле танка стоит старик. Вот фотография. Ну да, присловие фотографии. То есть об этом и Гаусла говорит написано. Слезой по изможденным векам бежит соленая вода. Безрукий инвалид коллег, герой войны, герой труда. Рукав заправлен аккуратно, блестящий орденами китель. Ранений и шрамы многократных наградами укрыл воитель. Дойдя до памятного танка, знакомо гусеничных звеньев, старик безудержно заплакал и опустился на колени. Оживший танк летел в атаку, прикрыв броней советский мир.
снаряд немецкий бил по бакам, злом матерился командир. По пальцам гусеничных драк прямой наводкою снаряд ударил, а второй по баку. Живьем товарищи сгорят. Механик потеряет руку, но выживет. И каждый год он в этот день приходит вдруг, что, как и он, еще живет. Наталья Федоровна Неклин была это герой Советского Союза, совершивший 890 боевых вылетов, 980, если не знаю. Чуть ли не 1000 боевых вылетов, это надо же поднять самолет вылететь. Прилететь обратно живым. Она разбомбила столько живой техники врага и живой силы и техники врага, что такого ущерба мало что фашистам наносили. И вот этот человек в 2005 году, написавший 3 книги, попал под машину. Случайно, можно сказать. То есть немцы его не смогли убить, а какой-то идиот напился. Человек, который в школе плохо учился наверняка, сидел за рулем, машину папа ему купил. Убил человека, который спас его, дал возможность ему родиться. И вот об этой женщине у нас произведение Неклин. Девушка со взглядом острым смотрит вглубь моей души. Мир военных снимков пестрых я сегодня воршу. Встретился с ее глазами, летчица у самолета. И, столкнувшись с небесами, я ворвался в это фото. В заведенную машину мысленно с майором сяду. И в ее последний вылет, 980. Полечу бомбить фашистов, технику, живую силу. Бомбы падают со свистом за советскую Россию. Вынырнули из-под тучи и щадить не будем. И горят склады с горючим, поезда и люди. Смотрят глазки в душу нежно, и по сердцу льется свет. Заходи в мой мир безбрежный, сердце ей дает ответ. Хрупкой женщине, герою, в небе породнившись с ней, душу настежь я раскрою. Пусть живет в душе. И еще одно стихотворение о военной тематике. Более лирическое. Любовью и нежностью. Рисунки на песке. Речной затон, парнишка бойкий, рисует на песке мечты. Несется в небо голос звонкий, боготворит тебя. А ты, 17 годов от роду, его фантазии полна уставилась смущенно в воду. Ласкавая легкая волна, твои молоденькие ножки, и наполнялся смехом рот. Росой, покрытой дорожкой, он утром уходил на фронт. Бежали следом со слезами, бежала ты за ним и мать, и обе с мокрыми глазами. Вы обещали, будем ждать. Явился мессер с высоты, набросился голодным волком, немецкий ас похоронил мечты, пробив из пулемета гимнастюк. Когда-то был посидевший голос, тревожит сердце треснувшего струн, время затон, слышен звон голос, и на песке мерещит рисунок. Я хочу рассказать вам историю написания моего стихотворения. Стихотворение называется «Кровью завоеванное счастье». У нас было 9 мая в прошлом году, и Злата Тебеева
сфотографировала женщину в инвалидной коляске. Ветеран. Она вся усыпана медалями. Она еле держится на ней китель. Ничего. Все время где-то что-то ремонтируется. И на ней еле держится китель. На кителе орденов столько, что я был удивлен этой фотографией. Женщина сидит в инвалидной коляске. Она практически не видит. И ее одевают, привозят на 9 мая на праздник из Ардона. Мы нашли ее. И после увиденной фотографии я создал произведение. Называется «Кровью завоеванное счастье». И Злата Дебрева сделала клип на это произведение. Я предлагаю его вашему вниманию. В окошко женщин на градах. За окном шары и детвора. Не спала, готовилась к параду. День, когда закончилась война. Сквозь стекло вдруг полыхнуло пламя, потолок и стены в пыль и прах. Над Рейхстагом гордо реет знамя, слезы радости на выцветших глазах. Те, что потеряли кровь и семьи, радостью светились и печалью. Защитили от фашизма землю, а куда вернуться не знали. Среди них она, совсем девчонка, так же, как и все, не верит в счастью, слезы по медалям лились звонко, принимая в радости участие. 5 минут назад на поле брани, перемазанная кровью и землей, бинтовала санитарка раны, моя лица раненых слезой. 5 минут назад, а будто вечность, миг один похожим был на год, хрупкие несли к Берлину плечи многих, кто окончил здесь поход. При параде женщина в коляске нежно гладит слезы ордена, кровью завоеванная сказка алым кумачом обогрена. Есть еще один клип. Девушка на кону, да? На берегу Терека, я не могу записать, зашли копейки. На берегу Терека есть один огромный камень. Огромный, а потом можете сходить на набережную, где китайский мост, чуть ниже. Огромнейший камень, вот на нем можно сесть можно человек 20-30, наверное, поместится. Огромный камень. И как-то я хотел написать, мы там были с друзьями, я хотел описать вот эту ситуацию, как мы с друзьями сидели за большим камнем, да, бывает, что-нибудь такое глупое написать, но бюро не захотел, и оно увело меня куда-то в другую сторону. И я написал историю о девушке и парне, как парень ушел на время отсюда, из Владикавказа, из-под китайского моста, она его проводила подругой, и как она его прожила в жизни. И Злата сделала на эту историю клип «Девушка на камне» называется. Сознанием запечатленный холст. Владикавказ взирает на луну, бурлящий терек под китайский мост несет свою могучую волну. Чуть ниже, по течению реки, на берегу валун лежит огромный, творение невидимой руки, семиравнинный отпрыск горный. Природой чудно выбиты ступени, воссоздают в уме карандаши, два сердца на вершине камня пели, смеялись две влюбленные
в душе. Сияли звезды, и ярился терек. Он призывал в свидетели луну. Увлек мужчина девушку на берег, и здесь она доверилась ему. Война не пощадила их и многих. Теряя дух, не жалуя костей, на невеселых фронтовых дорогах он ждал письма и радостных вестей. И вот оно, Владикавказ не сдался, погнали немцы осетины прочь, ребенок и старик за город дрался. И знаешь, я тебе родила дочь. Без дома мы, снарядом разбомбило, но мы за город выиграли бой. Когда ты возвратишься, мой любимый, у камня мы увидимся с тобой. Счастливый день. Мужчина улыбнулся, израненный рукой уперся в кочку и, прошептав «Прости, что не вернулся», гранату бросил за тебя и дочку. Старушка, положив цветок на камень, рукою гладит странные ступени. Тревожит сердце раненая память, сидят, обнявшись на вершине тени. Владикавказ под лунною звездою несется терек под мостом китайским. Седая женщина, промокшая слезою, стоит и ждет обещанного счастья. Мальчик у доски. Кусочек мела зажимает пальцы на ушах. Он рукой уверенно и смело формулы выводит не спеша. Рядом та, что не жалеет жизни, не жалеет времени и сил, чтобы этот мальчик в люди вышел, чтобы он украсил этот мир. Время ветер. У доски мужчина, бывший ученик, теперь поэт. Радости негаданная причина тот, что здесь учился 10 лет. А его учительница рядом, за него волнуясь, чуть дыша, окунаясь в день ушедший взглядом, видя все это важно мысль. Не давая чувствам разреветься и слезам разлиться по щекам, держит растревоженное сердце рек соленых крепко берега. 40 лет назад за этой партой первой букве он сказал привет. Непослушных книган ответы, будто бы вчера. А 40 лет высоко забрался, покоряя купола литературных крыш, но его учительница знает, у доски стоит ее малыш. Я прочитаю вам стихотворение «Праздник 9 мая». Не ходят ноги, ослабевший глаз, слоями тает сердце, старый дед. Я раз в году и много в жизни раз встречал слезами праздник Победы. Давно в коленях беспрерывной боли, в прошедшее уносит силу дали, с кровати встать мне не хватает воли. Все тяжелее ордена мои, медали. Сейчас оденусь, выйду на парад, возможно, плечи ветхие и трость удержит все же праздничный наряд, костюм тяжелый не сломает кости. Я вспомнил первый парад. Миллионы парней, девчат, детишек, стариков, бутоны роз, державших оборону, улыбки тех, кто одолел врагов. Уходят той поры герои в лету, и память о войне с собой уносит все меньше нас на праздник Победы. И в прошлый раз нас было за
пошатнулся и упал без сил на старый, как и я, утертый город. 9. Ну, вот и. И все-таки, наверное, вот прочитаю произведение, которое касается двух поколений. Не промежуточных поколений, а поколений, которые отцы и дети. Она звонила часто, просто так, без повода. И это раздражало, и я был болван, законченный дурак, так мало общался с милой мамой. В погоне. В погоне за рублем, в пылу, работы. Всегда мешали мамины заботы, и я, бросая трубку, говорил, перезвоню. Но так и не звонил. В кругу застойном, в яростных утехах, звонок от мамы создавал помех. Сейчас перезвоню, я говорю, но забыл. И не перезвонил. На сердце пусто. Холод леденящий, и от обиды на себя меня трясет. Звоните, говорите с мамой чаще, пока не поздно, выскажите все. Я засыпаю, часто вижу сон. Отец рукой машет. Догони. И, надрываясь, плачет телефон. И мама шепчет: сын, перезвони. Я вам сейчас дам возможность поулыбаться. Тем, кто хотел поулыбаться, ради Бога. У нас есть клоун Афоня, которого вы, наверное, все знаете. Я хочу, чтобы сейчас вы улыбнулись. Афоня, можно тебя? Здравствуйте. Такая комплектация у меня сегодня получилась. Ну, да, вот сегодня у нас какая тематика, вот День Победы, война, ну и как бы жизнь продолжается, жизнь двигается вперед, и поэтому я скажу так, праздники нам нужны всегда, и во время войны, и после войны, и то есть праздник нужен всегда человеку. Ну, если вы помните, во время войны, я по книжкам, по фильмам, наверное, видели где-то, что артисты выступали на передовой и приносили людям, воевавшим за нас, приносили радость. Вот такой стихотворение Асламбека называется «Клоун». Арена цирка, свет софитов ярких, прожектора как тысячи огней. Давай ко мне, сынок, здесь слишком жарко, внизу прохладнее будет и видней. Мы сели прямо против ограждения, под папин свист и шум пришедших масс на череду чудесных наваждений моргая, но не отрывая глаз смотрел. И в глубине души ребенка цвели букеты счастья и добра. Играла музыка, приличали легко и звонко на тоненьких волокнах серебра. Мне захотелось стать эквилибристом, летать под куполом, как птиц над лесами. Хотелось акробатом стать плечистым, факиром, чтобы сыпать чудесами. Наездником хотелось стать, жонглером и акробатом. Сейчас, секунду. Наездником хотелось стать, жонглером, и дрессировщиком, и фокусником тоже. Вдруг передо мной печальный клоун возник. И холодок по детской коже мне подсказал, что клоун лучше всех. Смотрел недолго он в мои глаза, по гриву на щеке текла слеза, а из груди струился громкий смех. Минуло время, грянули фанфары, объявлен номер, занавес открыт. Выходит на арену клоун старый, печальной маской лик его укрыт.
Тот клоун — это я. За пеленою, исчезнувший как миг, десятков лет, живет и дышит на арене цирка мною однажды по купленный билет. И вдруг у ограждения напротив увидел я мальца с горящим взглядом. Из памяти глубин водоворота мне вынесли момент, где с папой рядом сидели мы на том же самом месте, когда я встретил клоуна глаза. И из груди с улыбкой струилась песня, а по щекам текла предательски слеза. Григорий Габузов, клоунов, его знает. Его приглашают в другие республики работать. Каждый хочет перейти в свою республику. Да, кстати, из Китая поступило предложение. Но Григорий любит на себя фильм. Поэтому мы как-то остаемся. Еще раз, подводя итог нашей встречи, еще раз хочу поблагодарить всех. Вы сегодня мужественно себя вели, мои дорогие ученики. После целого трудового дня выдержали достойно, ну там с небольшим, не будем на этом заострять внимание. И от вашего имени я хочу низкий поклон отвесить, так сказать, да, этим людям, которые взрослые, занимающиеся своими делами, оставили все и бесплатно пришли к нам навстречу. Я акцент делаю на этом, потому что в наше время, к сожалению, все покупается и продается. А вот такая встреча дорогого стоит. И я думаю, что для большинства из присутствующих эта встреча останется на долгие-долгие годы в ваших сердцах и душах. Еще раз низкий поклон вам за ваши... Я еще раз, ребята, вам показываю сборник стихов, из которого звучали сегодня и в исполнении наших учеников. Я думаю, что вам понравилось, как читали наши дети. Вот, мы очень старались. Спасибо вам большое. И, конечно же, те стихи, которые прочитали мастера слова, наши замечательные артисты. И я еще раз прошу вас, выйдите, пожалуйста, сюда, чтобы мы еще раз вас представили. А вы запомните эти имена, и где-то, может быть, вас сведет судьба. Итак, автор сборника француз Асланбек Казбекович Пагиев. Артист Валерий Юрьевич Алексей. Лика. Вы, пожалуйста, представьтесь сами, потому что мы не знали, что вы тоже... Можно я ее представлю, Лариса? Конечно. Дело в том, что действительно вот такую замечательную девушку, как Лиля, которая уже практически 15 лет отдала своей жизни образованию и дополнительному образованию города Владикавказа, это действительно достойный человек, человек, который много вложил в дополнительное образование, работала она вот здесь вот недалеко, заместителем директора Центра дополнительного образования детей. И я очень рада была сегодня, Лиля, тебя увидеть, и вот безмерно счастлива, что ты моих деток сегодня осчастливила своих. Лилечка, огромное спасибо. И еще один, как выяснилось, большинство хорошо знакомы с этим замечательным
заключение слово предоставляется нашей школьной маме и папе в одном лице, нашей многоуважаемой. Я от имени лично себя, от имени моих самых любимых, самых замечательных деток говорю вам огромное спасибо. А действительно дело, которое... Где ребятки? Секунду. Я говорю. И от имени детей, от имени себя хочу вам сказать огромное спасибо. Действительно, людей, которые защищают нашу Родину. И сегодня надвигается самый мой любимый праздник. Воистину любимый праздник. Есть два праздника в моей жизни. Один из них Пасха, другой 9 мая. Это два величайших праздника, которые в моей душе всегда. А праздник 9 мая – это праздник всех. Вы говорили сейчас из поколения в поколение. Дай Бог, чтобы все поколения, которые за нами будут, никогда больше не видели той войны, которую видели те люди, о которых сегодня мы говорим. Это люди, которые ценой своей жизни дали нам сегодняшнее «Я», дали нам возможность быть такими, какими мы есть. Они дали нам возможность спокойно, под мирным небом, расти, процветать, учиться, радоваться жизни. Это дорогого стоит, мои дорогие. Поэтому я вот желаю вам, тем людям, которые несут детям, несут в народ вот то великое дело и славят тех великих людей, которых забыть просто нельзя. Вам огромное спасибо за то, что вы делаете, за то, что вы пропускаете через себя и даете возможность пропустить нашим детям через себя то великое дело, которое совершили эти люди. К сожалению, действительно их становится меньше и меньше. Но мы должны помнить и передавать от отца к сыну, от матери к дочери ту память, то великое «Я», которое они совершили.